платим ипотеку, и в то же время приходится снимать квартиру. В такую ситуацию попал дольщица Гульназ Галимуллина. В ЖК «Мелодина» взяла квартиру в ипотеку под 9,5%. Ежемесячный платеж около 30 тысяч рублей. Дольщица просит, нельзя ли снизить ипотечный процент или компенсировать плату за съем квартиры. При моем зарплате где-то 23 тысячи, неимоверно сложно, потому что бывают моменты, то, что, например, бывший муж не может платить, и мне приходится всю зарплату платить за ипотеку. Как объяснили, чтобы рефинансировать ипотечный процент, девушке нужно обратиться в уполномоченный банк, который занимается проблемными объектами. В 2019 году был разработан закон о внесении изменений в закон о долевом участии, где практически всю достройку проблемных объектов привязали к работе с одним банком. Это Банк Дом РФ. И у нас практически все денежные потоки идут через Банк Дом РФ. И вот многие дольщики это тоже знают. У меня такое предложение, если есть такая возможность, нужно именно вот в части Банка Дом РФ здесь дополнительно проработать, потому что он официально у нас уполномочен. Вопрос же компенсации платы за съемное жилье нужно решать на федеральном уровне. Как отмечают, необходимы нормативные документы, которые опишут эту процедуру. Стоит вопрос, чтобы не было попыток мошенничества на договорах съема жилья и была оказана адресная помощь действительно нуждающимся. Все-таки люди, оказавшись в сложной ситуации, снимают жилье. В этих семьях есть дети, и они нуждаются в поддержке. Эта поддержка должна быть федеральной. И в рамках социального казначейства, чтобы эта поддержка им оказывалась. Вот сейчас мы хотим проработать эти вопросы. Еще дольщики спрашивали, как быть тем людям, кто вместо долгожданной квартиры получил денежную компенсацию. Они лишились права на 13% налоговый вычет от стоимости жилья. Они не получили право собственности. То есть, если бы они получили квартиру? Да, они бы пошли и спокойно вернули бы. Как ответили в этом случае, отсутствие налогового вычета компенсируется тем, что с полученных средств не взимается налог на доход физлиц. Да, потеря в плане того, что человек не может получить возмещение от этих 2 миллионов, 13%, но зато они не оплачивают 13% от полученного дохода в виде компенсацию, которую публичная правовая компания выплатила. По сути, здесь все хорошо. Сейчас в Татарстане около 4000 обманутых дольщиков. Необходимо завершить 12 проблемных объектов. 7 из них достраиваются через Федеральный фонд ППК Дом РФ. Они все будут завершенно сданы не позднее августа 2021 года. В Татарстане действует и Республиканский фонд помощи обманутым дольщикам. Решить вопрос всех проблемных долгостроев собираются в ближайшее время. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.